В Мазанском доме культуры 11-летняя Лиля Курманова уже 8 лет занимается народными танцами. Прежний вид здания не впечатлял, рассказывает девочка. Теперь же, когда все новое, желание выступать больше. Тут стало намного лучше, светлее, красивее. Клуб отремонтировали, он весь стал красивым. Более 60 лет Дом культуры села Мазанка не ремонтировали. Здесь текла крыша, были деревянные окна, гнилые полы. Более 15 творческих коллективов поселка занимались в сером, холодном, аварийном помещении. Была подарена клубу проектно-сметная документация на капитальный ремонт фасада и внутренних помещений. Мы вступили в программу РАИП, Республиканская адресная программа, которая предусматривает выделение республиканских средств на ремонт домов культуры. На выделенные средства рабочими был проведен капитальный ремонт фасада, внутренних помещений, заменили полы и окна. На выполнение всех работ был потрачен месяц. Крымско-татарский академический музыкально-драматический театр подарил клубу стулья. Капитальный ремонт зала завершится в декабре. О таком ремонте работники Дома культуры и местные жители могли лишь мечтать. Мы мечтали, много обращались, чтобы нам в Доме культуры сделали ремонт. И наконец это свершилось. Везде все новое, современное, чистое, новые материалы, дорогие, качественно выполнен ремонт. Мы очень рады и очень довольны. Все-таки Дом культуры, я считаю, что это душа нашего села, это сосредоточение культуры, наследие наше и то, как мы будем относиться с нашими детьми к этому месту, конечно, очень влияет и на наше будущее, и на наше историческое наследие. Стиль такой более современный внутри, да, и тем не менее снаружи как-то сохранили первоначальный вид здания. Оценить выполненные работы в Мазанский дом культуры приехали как представители власти, так и местные жители. На большой сцене представитель комитета по культуре и вопросам охраны культурного наследия Нина Пермякова вручила сертификат на приобретение комплекса звуковой и световой аппаратуры. Мы принимаем участие, Крым, в этом проекте. 39 лучших домов культуры в этом году получили сертификаты по их заявкам на оборудование световое, звуковое, на одежду сцены, на сценические костюмы. Кто-то приобрел новые кресла. В общем, обновляется материально-техническая база, и мы этому очень рады. И еще, наверное, более рады сами работники культуры. Сейчас администрацией Симферопольского района разрабатываются проектно-сметные документации на капитальный ремонт еще 5 домов культуры. София Шукурова, Алишер Алимов, телеканал Миллет.